Голод, оказывается, посмотреть, да? Передай привет маме. Внимание! Объявляется 5-минутная готовность. Через 5 минут начинаем. Всем быть в медицинских масках. Федерация спортивного миксфайта. Пожалуйста, медицинские маски. Медицинские маски допускается снимать только во время боя. Во время разминки можете их просто спустить вниз. Можно и на каюту. Тебе, наверное, нет? Не так брутально.
Ну, блин. Знаешь, больно, знаешь, что? Шахи, знаешь, что такое? Шахи. Китайские методы станционной карточки. В Монголии, если это очень было модно, ушли было всякие там всякие. Ну, вообще в Китае шахи очень такая вещь. Там они тоже распределялись. Дракон, не дракон, там боевые шахи, не боевые шахи. Прикинь, у нас там среди детворы-то вот это вот все распределялось как. Первым тренером. Ich никогда. Отойди.
Итак, уважаемые участники, тренера, представители, через 2 минуты мы начинаем. Судьи, займите свои рабочие места. Раз, два, три. Раз, два, три. Dolan bandaj var. Final. Çok rahat işlemine. Lep kalmışsın. Kalan gibi Mustafa. Ben kırmızı giren. Kılıçım. 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 Разрешено. Видите ли? Толя, кыл шорты разрешено, да? А? Кыл шортика разрешено, да? Если я с красным глазом тоже. Да, она без карманов. Так, уважаемые участники, прошу абсолютную тишину. Прошу абсолютную тишину, да? Если вы следите за новостями Федерации Панкратиона, поскольку вы следите, то вы, наверное, знаете, что начиная с 2019 года, когда наша федерация была аккредитована, мы решили каждый год вручать награду лучшему тренеру прошедшего спортивного года. Так, по итогам 2019 года у нас лучшим тренером, достигшим наибольшее количество побед, результатов был тренер спортивного клуба «Уралхай», Федерации спортивного фехтования «Туркун» Попов, да? Лучший тренер 2015 года. Ему был лучший диплом и приз. И вот по итогам 2020 года мы также приняли решение вручить награду лучшему тренеру 2020 года, чьи бойцы достигли наилучших. Его бойцы, надо сказать, он стал единственный, кто достигли успеха на всероссийском уровне. Так его воспитанники в ноябре в городе Бердске проходил 10-й юбилейный всероссийский турнир по панкратиону, где собралось 524 участника из 14 регионов страны. И его бойцы выехала небольшая сборная республики. И вот два его воспитанника, один стал серебряным призером России, всероссийского турнира по панкратиону, и второй воспитанник стал бронзовым призером. И вот он каждый год, каждое соревнование запускает и вывозит целую команду с Миринского района, с Полярного круга, с города Удачного. И вот лучшим тренером 2020 года признается Измаилов Александр Владимирович. Спортивный клуб «Удачный клуб Кремлевой» город Удачный. Разрешите вручить заслуженную награду. Да, и призываю всех тренеров также воспитывать своих учеников. Да, и вот каждый год такая награда будет вручаться лучшему тренеру, чьи воспитанники достигли наивысших спортивных успехов. Еще раз поздравляем. Итак, мы начинаем. Судьи готовы? Мы начинаем с категории юноши 14-15 лет, 47 килограмм. Сегодня третий круг, круговой. Выходит на ковер Коликов Святослав, центр единоборств, Никитин Роман, центр единоборств. Это третий поединок
Регламент боя 3 минуты. Бьются без шлемов. Который колен массаж. Следующие готовятся. Следующий готовится юноша 14-15 лет, 53 килограмма. Им Александр Якши, Егоров Илья, центр Динаморск, бой за первое место. Так, да, заблаговременной подготовки турнирная сетка была вывесена своевременно. Экипировка, все, что соответствовало. Готовки бойцов заранее. Так, регламент боя 1 раунд 3 минуты чистого времени. Удары в голову запрещены, кроме маятника. Удара ногой защищенной части стопы в голову. По-моему, на 3 дрожок, что ли. В этом бою удушающий прием победа одерживает Никитин Роман за 1 минуту 10 секунд. Итак, бой за первое место. Юноши 14-15 лет, 53 килограмма. Им Александр Якши, красный угол, Егоров Илья, центр Динамор, синий угол. Дальше готовятся юноша 14-15 лет, 59 килограмм. Новиков Артем, центр Динаморск, Лобанов Тимур, центр Динаморск. Бой за первое место. Так, просим всех соблюдать масочный режим. Еще раз напоминаю, что все обязательно должны быть в медицинских масках. Обязательно. После окончания возрастной категории юноши будет у нас награждение. Процедура награждения. Сразу, как юноши закончим, всех будем награждать. Юноши. И так будет после каждой возрастной категории.
По решению судей за явной преимуществом победы присуждается им Александр Якши. Становится победителем республиканского турнира. Егоров Илья занимает второе место. Приглашается также бой за первое место юноша 14-15 лет, 59 кг. Новиков Артем, красный угол, Лобанов Тимур, синий угол. Оба представляют центр единоборства. Дальше готовится третий круг, юноша 16-17 лет, 58 кг. Федоров Валерьян, Султан Мама, Кайсенов Султан, центр единоборства. Уважаемые представители, готовьте бойцов заранее. Турнирная сетка вывесена, все знают, кто за кем уходит. За неподготовленность объявляется замечание, если за 2 минуты улаживается ровно 2 минуты до предупреждения, бойцы начинаются предупреждение. Если больше 2 минут, то поездка может быть дисквалифицирована. Так, напоминаю, что это юноша 14-15 лет, регламент будет 3 минуты чистого времени. Бой за первое место. Оба представляют один спортивный клуб, мы называем к активности. 59 килограмм. Напоминаю, что удары в голову руками запрещены. Это раздел традиционный панкратиона с ограниченной ударной техникой. Разрешены только удары ногами хай-кик в голову. В колено и ниже колена тоже не лоу-кик не пинаем, только по бедру. Бойцы в этом бою удушающим приемом за 40 секунд победу одерживает Новиков Артем, центр единоборств, становится победителем. Лобанов Тимур, второе место. Итак, третий круг. Юноша 16-17 лет, также регламент боя 3 минуты чистого времени. Полноконтактный раздел, разрешены удары руками в голову. Классический панкратион. Вызывается красный угол Федоров Валерьян, Султан, Кайсенов, Султан, центр единоборств, синий угол. Готовится третий круг. Юноша 16-17 лет, 63 килограмма. Кочебеков, Сагенбек, центр единоборств, Петров Артем, Федерация Мисфайта.
Итак, объявляется победитель в связи с неявкой Красенова Султана. Победу присуждается Федору Валерьяну Султана Мама. Итак, вызывается Хачибеков Сагитбек, Центр единоборств Петров Артем, Федерация спортивного миксфайта. Готовятся юниоры 18-19 лет, 57 килограмм. Максимов Леонид, Якши, Вингер, Андрей, бой за первое место. В этой весовой категории Корнилов Вадим и Ильин Данил занимают третьи места по итогам вчерашнего дня. Он мой фаворит. Итак, это полноконтактный классический разряд фортепиано, разрешено удары в голову. Хорош! Хорош! Стоп, поправьте амуницию. Футболку заправьте на Боец, набрай ковра, сидя положение. Боец, набрай ковра, сидя положение. Положение сидя. Остается 28 секунд чистого времени.
Итак, сейчас будет бой юниоров 18-19 лет. Финальный бой, после этого будет процедура награждения юношей 14-15 лет. Итак, напоминаю, что в этом весе Корнилов Вадим Якши и Ильин Данил Трюф ММА заняли третье места в своих подгруппах. Бой за первое место. Проигравший становится серебряным призером, победивший золотым медалистом. Регламент боя 1 раунд 4 минуты чистого времени. Максимов Леонид, двойной зачет, Якши, Султанский Рус. Напоминаю, что СВН запрещен, бросать в этом положении нельзя. Боец на край ковра, положение сидит. Так, наблюдаем очень зрелищный, активный бой.
Остается 30 секунд чистого времени. Судья побывал передаем судейской записки. Бойцы на край ковра. Ожидаем оглашения результата. Бойцы на край ковра. После объявления результата боя будет награждение юношей 14-15 лет. Бойцы на середину. В этом бою единогласное решение судей. Победу держит Витмир Андрей. Удачных единоборств. И завоевал путевку на чемпионат Дальнего Востока. Объявляется двухминутный технический перерыв и будет награждение юношей и девушки 14-15 лет. Прошу всех на награждение выходить в спортивной форме. Да, после награждения замена бокового судьи. Юрий Алексеев, замена на Люцию Корнилову. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить Люцию Корнилову, потому что в прошлые выходные на чемпионате Дальнего Востока она завоевала золотую медаль. И вошла в сборную Дальнего Востока, будет представлять Якутию на чемпионате России. Итак, бойцам быть готовым к награждению юноша и девушка 14-15 лет. Если нет самого спортсмена, то выходит тренер или представитель команды. Грамоту вручает главный судья соревнований, судья всероссийской категории по спортивной борьбе, мастер спорта России, чемпион России по вольной борьбе Барашкова Виктория Семеновна. Итак, в разделе под прикрытием традиционной весовой категории 35 кг юноша 14-15 лет. Первое место Григорьев Данил, спортивный клуб «Центр единоборств». Следующее. Юноша 14-15 лет, весовая категория 47 кг, подподъем, традиционный раздел. Награждается Никитин Роман, спортивный клуб «Центр единоборств». Далее награждается в этой же весовой категории второе место Семенов Дархан, боксерский клуб «Панчер».
И бронзовым призером в этой категории становится Голубов Святослав, спортивный клуб «Центр единоборств». Так, весовая категория 53 килограмма, 415 лет, подградион традиционный. Второе место Егоров Илья, спортивный клуб «Центр единоборств». И первое место 53 килограмма им Александр Якшин. Дальше, следующая весовая категория 59 килограмм, юноша 14-15 лет. Первое место Новиков Артем, спортивный клуб «Центр единоборств». Второе место в этой весовой категории Лобанов Тимур, «Центр единоборств». Все за руку держатся. И диплом, а за это надо разворачивать диплом, стоять лицом в камеру. Так вот сделать. Итак, да, свободен. Следующая категория 66 килограмм, юноша 14-15 лет. Подградион традиционный Мукумидзор Самутуллон, «Центр единоборств», горный клуб. Юноши 14-15 лет, тяжеловесы 85+. Первое место «Центр единоборств» Хайтукзиев Рустам. Представляете, да, мальчик 14 лет, он весит уже больше 80 килограмм, да? Будущий тяжкий среди взрослых. Да, спасибо. Итак, следующая категория юноши 16-17 лет. И на этом пока процедура награждения у нас приостанавливается. После следующих боев продолжим награждать. Итак, готовимся к следующий вес. Замена бокового судьи. Юрий Алексеев заменяется на Люцию Корнилову. Итак, это юниоры 62 килограмма, 18-19 лет, третий круг, Хамутаев Иса, Якши красный угол, Першута Владислав, Куфера Самахатин. Регламент боя 4 минуты чистого времени. После этого готовится третий круг, юниоры 71 килограмм, Лобанов, Гаджи, удачный клуб единоборств Поднов Леон, Федерация Фиксфайтер.
Бойцы на середину. В этом бою за 3 минуты победу держит Хамутаев Иса. Решающий прием. Так, Лабазанов Гаджи, шлем можете не надевать, ковра. В этом бою в связи с отказом из-за травм Мухаммадова Леонов победа остается Лабазанову Гаджи. Дальше секунд не доможет. Итак, бой за третье место. Мужчины. Бой за третье место. 57 килограмм мужчины. Николаев Пантелеймон, Сахар Асин-Камумар. Губякин Никандр, Сахар Асин-Камумар. После этого боя будет продолжение награждения юноша-девушка 14-15 лет. Уважаемые участники, в связи с травмой Николая Пантелеймона, Сахара Асин-Камумар, Губякин Никандр здесь? Губякин Никандр. Третий. Да. Губякина надо позвать, если его нет, будет занять его просто. Он вместо него не я, он должен быть в форме, его должны берегать длительно. Там просто этот бой сейчас переносит по времени, и он должен обязательно приехать. Да, уважаемые участники, если даже кто-то из соперников снялся, второй соперник обязательно в спортивной форме должен выйти на объявление победителя. Если он не выходит, то это считается неявкой без уважительной причины, и он тоже признается проигравшим.
проигравший бой. Поэтому не думайте, что если второго противника нет, то вы не выходите, вы можете уйти домой. Итак, сейчас мы продолжим процедуру награждения юноши и девушки 14-15 лет в традиционном разделе. Итак, награждение происходит вице-президент Федерации Панкратионной Республики Саха-Якутия, многократный чемпион республики по ушу Сарна, по ММА, призер России по ушу Сарна, черный пояс второй дан, победитель международных турниров по профессиональному панкратиону. Готовков Алексей Валерьевич. Итак, девушки 14-15 лет, 57 килограмм плюс. Дандарова Нелли, центр единоборств, первое место. Следующая категория, девушки 15 лет, 44 килограмма. Первое место, Винокурова Мира, спортивный клуб центр единоборств, город Якутск. Следующая категория, юноша 16-17 лет, 58 килограмм. Первое место, представитель спортивного клуба «Султан» ММА Федоров Валерьян. Второе место в этой категории представитель боксерского клуба «Панчер» Логинов Никита. Дайте я за него заберу его сюда. Да, за него взял его сотрудник. И в этом же весе третье место Кайсеров Султан, спортивный клуб центр единоборств, город Якутск. Итак, 63 килограмма, юноша 16-17 лет. Бронзовый призер нашего турнира Суханов Евгений, боксерский клуб «Панчер». Подождите, я сфотаю. В этой весовой категории бронзовым призером становится Качибеев Загинбек, спортивный клуб центр единоборств, город Якутск. И чемпионом в этом весе 60 килограмма юноша 16-17 лет становится представитель Федерации спортивного миксфайта Республики Саха-Якутия Петров Артем. Всем спасибо, всех поздравляю. Итак, мужчина старше 20 лет, 57 килограмм.
В связи с травмой Николая Пантелеймона третье место присуждается Губеку Доминикану, Султанский Луз. Он должен будет обязательно подойти на награждение, если его не будет, то... Так, и бой за первое место. Рожен Егор, Актемский филиал АГАТУ, Герасимов Арчимен, Актемский филиал АГАТУ. Боец на середину ковра. В связи со снятием из-за травмы Рожена Егора первое место в этой весовой категории достается Герасимову Арчимену, Актемский филиал АГАТУ. Хотим также поздравить Герасимова Арчимену, что неделю назад он стал серебряным призером чемпионата БВФО по кикбоксингу и также вошел в состав сборной для участия в чемпионате России. Мужчины старше 20 лет, 62 килограмма. Бой за третье место вызывается Тужиков Владимир, начальник группы мост красный угол. Синий угол Прохододяков Алексей, Федерация спортивного миксфайта Республики. Затем готовится бой за первое место Игнатьев Борис, Федерация миксфайта красный угол Николаев Митчел, Трюфов синий угол. Итак, бой за третье место. Мужчины, регламент боя 5 минут чистого времени. Стоп, внимательно слушаем. Поясним. Команда, стоп, слушаем внимательно. Поясним. Первое замечание. Во время удушающего на лицо перчатки накладывать нельзя. Только на защищенную часть. Записали по поводу судей. Первое замечание поясним. На лицо надавливать нельзя. Перекрывать дыхание нельзя.
В этой минуте за 3 минуты и 5 секунд удушающий прием победит Тужиков Владимир. Наши секунды наши становятся бронзовым призером нашего турнира. Итак, бой за первое место. Игнатьев Борис, Федерация Миксфайта, красный угол. Николаев Митчел, Триумф ММА, синий угол. Готовятся. Бой за третье место мужчины, 66 кг. Никифоров Рустам Панчер, Назаров Денис Панчер. Далее Сокоруков Еремей, Якушков Антон. После этого боя замена. Рефери договорит. Алексей Готовцев, замена на Петра Уварова. После этого боя. Напоминаю, что это бой за первое место. Первое предупреждение, минус балл, 1 балл синему. Запрещенный удар фронт-кик в голову. Записали балл синему.
Бойцы на середину. В этом бою удушающий прием за 2,5 минуты победа лежит Игнатьев Борис, становится чемпионом нашего турнира. Николаев Митчел, бронзовый призер. Серебряный призер на второе место. Итак, весовая категория 66 кг. Бой за третье место. Никифоров Рустам, красный угол Панчер, Назаров Денис, синий угол Панчер. Затем готовится Сапрунов Ремей, Триумфов Ума, Янушков Антон, КПР Росомаха Тим. Никифоров Рустам, Назаров Денис представляет один спортивный клуб, московский клуб Панчер. Посмотрим, насколько активны будут их действия. После этого боя, после финального боя в этой категории будет также процедура награждения юниоров. В этом бою за 1 минуту и 5 секунд удушающий прием приготовит Назаров Денис, Панчер, становится бронзовым призером турнира. Так, бой за первое место. Красный угол Сапрунов Ремей, Триумфов Ума, Якушков Антон, ФПР Росомаха Тим. После этого боя будет процедура награждения юниоров. Не нокдаун, а запрещение Слушаю. Здорово-то болсын. Боец сегодня положение сегодня приняли. Здорово-то болсын. Түбе сәлем. Еще болсын да. То, аны Пасакония, я еске бітен. Я бес хапта иткен бітен. Тиде қылы қылы бұны. Қындыры бұны.
Okey. Dia akan dia apa sih kau nanti apa sih? Pada jam berapa timbul? Стоп, протест. Видео есть? Видео доставьте видео. Объявлен протест. Да, протест объявляется во время боя. Участники не после боя, не после оглашения. Когда они поднимаются. Апелляция рассмотрена, протест рассмотрен. Нокаута не было. 3 балла присуждается бойцу красным. И за удовлетворение подарил, получается, 3 балла. Бойцы, внимательно слушаем. Сигналы рефери. Красного бойца первое замечание за выход за крайний враг. Уход от атаки не должен быть выходом за крайний враг. Слушайте, после команды стоп действия были. Слушайте внимательно команду рефери. Давай, давай, добивай! Красава!
есть. Удержание защиты. Повторное замечание бойцов красных за повторный выход. Минус 1 балл уже предупреждение. Минус 1 балл записали бойцов красных. Присунгуй! Давай, добивай! Рефери, команда стоит. Давай, добивай! Ты быстрее! Замечание бойцов синим за перерывание судьями. Записали? Первое замечание бойцов синим. Давай! Остается 6 секунд. Давай! Стоп! Бойцы по краям. Какого судья первый если записать? Гайда. В этом бою, единогласным решением судей, победа присуждается бойцу синего угла, Вячеславу Антонову. Становится чемпионом, Соколов Филипп становится серебряным призером. Сейчас процедура награждения юниоров 18-19 лет. Для награждения вызывается судья Люция Корнилова и... Люция Корнилова, прошу вас. Люция Корнилова, судья всероссийской категории по ММА, чемпионка Дальнего Востока по кикбоксингу и тайскому боксу. Итак, юниоры 18-19 лет. Третье место. 57 килограмм. Корнилов Вадим, спортивный клуб Якутская кадетская школа-интернат Якши. Поздравляем. На камеру. Второе место в этом весе. Двойной значок. Спортивный клуб Якши Султанский вуз. Максимов Леонид.
И чемпионом в этом виде становится представитель удачнического клуба «Единоборств» Минский район Мингин Андрей. Итак, следующая категория 57 килограмм, юниоры 18-12 лет. Третье место Ильин Данил, Триумф УПМА, город Якутск. Следующая категория юниоры 18-19 лет, 62 килограмма. Третье место. Боец боксерского клуба «Панчер» Корнилов Алексей. Просто призер нашего турнира. Серебряным призером становится представитель спортивного клуба ФПР Росомаха Тим Першутов Владислав. И чемпионом в этом весе становится представитель Якутской школы интерната Хамутаев Иса. Весовой категории юниоры 18-66 килограмм первый место занимает представитель боксерского клуба «Панчер» Албабаев Владимир. И 207 килограмм. Третье место. Бронзовым призером нашего турнира становится представитель Федерации спортивного рингслайда Шарунов Левон. Второе место по категории 67 килограмм представитель города Удачного Степан Алексей, Удачный клуб «Единоборств». И чемпионом в этом весе становится Лапазаров Гаджи, поселок Минский район, Удачный клуб «Единоборств». Итак, мы буквально через 2 минуты продолжим наше соревнование.
Итак, судьям прошу занять свои рабочие места. Мы продолжаем. Вес 71 килограмм. Мужчины. Бой за третье место. С красного угла Алангулов Кайрат, удачный клуб единоборств. С синего угла Михайлов Анатолий, спортивный клуб «Мирный». Оба представляют Мирнинский район. Спортивный клуб «Мирный» впервые участвует в наших соревнованиях. Направил к нам двух бойцов. Один из них прошел бронзовый финал. Так, бойцам дается 2 минуты после объявления о выходе на ковер. После этого боя будет бой за первое место. Воскочин Алексей, Фупара Самахатин, Дмитриев Андрей, двойной зачет, Панчев, Султанский область. Итак, бронзовый финал весовой категории мужчины 77 килограмм. Сейчас выясним, чья же школа подплатена сильнее. Города Удачного или города Мирного. Оба представляют Минский район. Регламент боя 1 раунд, 5 минут часового времени.
Удержание засчитано. Попало удержание. 3 балла. Остается 2 минуты чистого времени. Удержание засчитано. Остается минута боя. Стоп, предупреждение! Предупреждение, балл синему за запрещенный удар. Боец находился в положении парта. Был нанесен удар в голову. С красного стояли не балл, посадили синему. Внимательно слушайте команду рефери, бойцы. Удержание засчитано боковое. Бойцы на край ковра. Боковой судья, передаем записку. Василий Сергеевич, в этом упорном бою и негласным решением судей попал бронзовым призером нашего турнира становится Михайлов Анатолий, спортивный клуб «Мирный». Так, бой за первое место. Красного Москвачин Алексей, ФПР Росомаха Тим, Дмитриев Андрей, двойной зачет, Панчев, Султанский Рус. Готовится следующая весовая категория 77 кг. Бой за третье место. Неустроев, Дула, Василий Федоров. Удержание засчитано.
запрещенного удара Лешишка в голову. Красного. Записали по поводу судьи. Замечание красному бойцу. Удар в голову только хайкик разрешен. Остается 2 минуты чистого времени. После команды стоп было действие, не засчитывается. Хорош! Хорош! Удержание засчитано. Ай, хорош! Бойцы, по краям. Ковра, какого себя координационной записки. После этого боя будет вручение наград спортивного клуба «Комсомол». Бойцы на середину. В этом упорном бою единогласное решение судей. Победа присуждается Дмитрию Андрееву. Манчестер. Подскочили весы, становились время за пределом.
Приглашаем представителя спортивного клуба «Максулов». Президента Федерации тайского бокса нашего друга Алексея Юрьевича Уварова. Зачинателя контрактиона Республики Саха-Якутия. Давайте поприветствуем его. Мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира, победитель Кубка мира, чемпион СССР по кейкбоксингу. Вчера выставил команду, у нас там не смог вчера присутствовать. Вчера ребята приехали с Пегородского облуса, Самгинского облуса, достаточно показали, поэтому, если типа Прокопьев Тунгай, поздравляем Прокопьева Тунгая за второе место в весовой категории 100+. Ждем вас еще, приезжайте в Самгин, будем рады вас видеть. И третье место, бронзовый призер весовой категории ветераны 66 килограмм, представитель спортивного клуба «Максулов», представляющий Нижегородский вуз, Чириков Александр. К сожалению, получил травму, поэтому сам присутствовать не может, получается, его тренер. Поздравляем. Всех, ребят, всех поздравляю с финальными боями. Достойно представьте Республику Саха на Дальневосточном чемпионате. Желаю успеха, занимайтесь панкратионом. Спасибо большое. Папка. Юрий. Итак, свежий цифр бой за третье место. Красный угол. Устроен угол. Спортивный клуб Анатолий Комарин. Синий угол. Василий Федоров. ФБР Самокатин. Регламент боя. 5 минут чистого времени. Один раунд. Шлемнар. А?
головах. Вопрос идет президенту. Все. Бойцы на середину. Единогласным решением судьи. Победу в этом бою одерживает представитель синего угла. Футбольный клуб «Хаким» Василий Федоров. И становится бронзовым призером. На ковер приглашается красный угол Лобов Иван, синий угол Борисов Савелий. Две минуты удается бойцам. В этом бою в связи с отказом от схватки Бориса Савелия первое место устраивается Хлопов Иван, становится победителем нашего турнира. Савелий становится серебряным призером. Итак, бой за третье место. Мужчины 84 килограмма. Ермолаев Айтал. Федерация миксфайта. Это Чуяров Дмитрий. Федерация миксфайта. Готовится 30 сантиметров. Тартаканов Федор. Так, в этом месте в связи с отказом обучаемого Дмитрия от схватки победа присуждается Ермолаеву Айталу, становится бронзовым призером нашего турнира. Итак, заключительный бой нашего республиканского турнира битва батлов 11 Кубок Якутии. Красный угол Птицын Тимир, УПР Расулан Хаким. Синий угол Тартаканов Федор. Итак, в этом бою в связи с отказом Тартаканова Федора первое место удостаивается Птицын Тимир, УПР Расулан Хаким. Становится чемпионом нашего турнира. Тартаканов Федор второе место. Итак, техническая пауза 30 минут, через 30 минут. Через 15 минут будет награждение. Сейчас 12:00, 12:15. Просим всех явиться на награждение. Будем награждать взрослых, а также будем выявлять победителей по специальным номинациям за лучший бой, спецнаграды, за лучший бой, за лучшую технику и за волю к победе. А также будут Кубки Республики Саха-Якутия за 21 год в командном зачете. Третье, второе, первое место.
Всех судей прошу подойти к главному судейскому столику. Всех судей прошу подойти к главному судейскому столику. Kritik budaki aktif onu. Gösterdi kendini Ato. Сплощенный. Костела. Подожди. Два, три. Раз. Раз. Полностью напрямую. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Измаилов, подойдите к судейскому столику.
Тургун, Попов, подойдите, пожалуйста, к главному судейскому столику. Где награждать? Здесь, да? Поставить, повернуть нормально, блин. Пойдет дальше. Гага. Гага.
Итак, мы начинаем процедуру награждения по возрастной весовой категории. Алексей Валерьевич, прошу помочь. Так, мы начинаем. Женщин. Первое место в категории 50 килограмм занимает Корнилова Лариса, Центр единоборств. Весовая категория ветераны женщины плюс 36 лет. 58 килограмм. Первое место Алексея Татьяна. Центр единоборств. Никто не рискнул против других нее. Поздравляем. Переходим к мужчинам. Взрослые 20+. Итак, третье место, 57 килограмм. У 5 килограмм собрались у нас Наташка Рус. Второе место в этой категории. Рожа Егор, Актёрский филиал в году. Впервые выступает. Парни еще только в этом году будет 20 лет, он уже выступает по мужчинам. В прошлом году стал просто лидером чемпионата Дальнего Востока. Участник чемпионата России по Олимпии. И впервые чемпионом становится у нас Герасимов Франчимен. Первое место. Активный филиал готов. Так, серебряный призер чемпионата республики по кикбоксингу. Прошлые выходные. Белофорд. Итак, следующее. 52 килограмма. Третье место. Итак, следующая категория. Специальная программа. Бронзовый призер. Турнир Владимир. Секретный удачный клуб единоборств. Город Удачный, Ленинский район. Второе место. Серебряный призер. Николай Спичев. Победитель Кривого Папа. И чемпионом в этом месте становится представитель финансовой экономики файта Игнатьев Борис.
Переходим к следующей категории. 66 килограмм, мужчины. Третье место. Боксерский клуб «Панчер» Назар Денис. Второе место. Соколов Сергей. Сергей. Спортивный клуб «ФМК». Куда дарим? И чемпионом становится Евушков Антон, ФБР Саратов. Антон так просто становится чемпионом России. Чемпионом Суперлиги. Итак, 77 килограмм. Бронзовый призер, первый участник в наших соревнованиях Михаил Анатольевич, СК «Мирный». Да, спортивный клуб «Мирный» впервые принимает наше участие в нашем турнире. Второе место. Паскачин Алексей, ФБР Саратов. Итак, чемпион нашего турнира становится представитель сразу зачетов боксерских матчей с классом Генерев Андрей. Итак, категория 77 килограмм. Третье место. Василий Федоров, ФБР Саратов. Второе место. Борис Савельев, Саратовская команда. И чемпионом этого становится Антон Иван, Саратовская команда. Так, следующая весовая категория. Мужчины 20 лет старше. Нормально. Он так снимает. Я туда устроил. Итак, бронзовый призер сегодня 4
Средний дивизион. Тартакана Федор, ФПР Сараги. И чемпионом борьбы становится Дмитрий Тимир, который прошлый раз удачно заходить в спорт, первого времени выступал, решил возобновить спортивную деятельность. Серьезная категория 84 килограмма. Да, теперь приглашаем на награждение главного судьи нашего турнира Барашева Виктория Семеновна, который вручит награды за специальные дипломы, а также командное разрешение. Итак, разрешите представить победителя номинации «За волю победы». Это представитель Федерации спортивного фестиваля Республики Саха-Юга Коронов Львов. Получает диплом и кубок. Дальше награда и кубок нашего турнира за лучший ремонт получает представитель города Дачного Винник Андрей, спортивный удачный клуб «Единоборств». И награждается нового бойца, получает оба кубки за лучший бой нашего республиканского турнира битва Балкова по 10 кубковой кубки. Награждается представитель города Видного, победитель битвы Михаил Анатолий. А также его соперник Виктор Андрей, участник матча «Султан Плюс». Показали самый лучший бой. Никто не может сказать. Кубок. И сюда. Раз, два. Раз, два, четыре. Молодцы, показали всю красоту батальона. Да, и теперь самый волнующий момент. Впервые мы получаем кубки в командном значении в истории Федерации спортивной республики. Итак, бронзовый кубок, третье место. В командном значении достается боксерскому клубу «Панцирь». Кубок. Бронзовый призер командного значения. Второе место достается команде ФПР «Росомаха-Тим». Руководитель Алексей Андреевич Годовцев сам. ФПР, да, поднимитесь на тренировку. Все ребята ФПР. Ну и первое место. Кубок Якутии 20 года, 2021 года. Достается спортивному клубу «Центр Единорос».
Стримидот.